Было принято решение отправиться помочь нашим ребятам, нашему народу. Но в тот момент я был не годен по здоровью, но очень сильно хотел принять участие и сделал коррекцию на зрение, после чего прошел реабилитацию, когда зрение восстановилось, и отправился в военкомат для подписания контракта. А у меня дедушка Великую Отечественную прошел, но я считал, какая-то должна быть гордость тоже за меня, как за моего дедушку, тоже должен пройти какой-то этап. Год отцы Афган прошли, Чечню в 20 лет мои годы. Я так смотрел на них с гордостью, думал, ну, тоже нужно пройти этот этап в жизни. В детстве мы с отцом как смотрели военные фильмы, там, допустим, про ВДВ, спецназ. Мне папа говорил, в ДШБ вообще четкие ребята, классные работают. Я ему говорю, ну все, я попаду в ДШБ. И вот когда я попал в ВДВ, я вспомнил эти слова, то, что типа, вот, я попаду в ДШБ, так и получилось, что я в штурмовиках я оказался. А изначально при подписании контракта тебе нужно было провести срочную службу, то есть курс молодого бойца. Я попал в срочную службу в ВДВ, после чего КМБ прошло, мне пришел контракт, и командир, как молодого контрактника, ну, тупой решил сразу не отправлять, а отправил на усиление границы. Что я маленько подготовился, посмотрел на это все со стороны и решил для себя, готов я дальше идти или нет. И вот после 5 месяцев проведения на границе я попросил у него рапорт, чтобы написать то, что я добровольно готов принять участие в специальной военной операции. Но фильм был по такому, как Тони Монтана, там, где его постоянно пытались убить, но ни у кого не получалось. И как говорят, то, что типа, он неубиваемый шутит. Ну вот, поэтому у меня было много моментов, где я ходил, так сказать, на грани жизни. И мне много раз везло. И поэтому ребята так прикалывались, Монтана, вот так и прижилось. Было утро, пришел приказ, что нужно собрать бригаду и отправиться на поиски ребят, там, узнать, что с ними случилось. Может, в плен попали, кто-то погиб, вот нужно было узнать. Когда мы отправлялись туда, ну, это был день, нас сразу же, так сказать, увидели, птичка вражеская, и начала работать артиллерия. Артиллерия, естественно, как я говорю, нас не поймала, потому что мы меняли позиции, ну, вступили в бой камикадзе. Первый камикадзе был, так сказать, в искусственном рву, там в поле находилось, ну, запорожское направление, там поля, там была такая ямка, где мы с товарищем спрятались. И другой просто товарищ притворился мертвым на тропинке. Да, духу у меня хватило так сделать. И птичка ударила вообще, ну, в другое место, видимо, ветром ее снесло, она упала. И мы тут же поняли, что нужно менять позицию, потому что нас уже, ну, опять увидели, срисовали. И мы сменили позицию, отбежав где-то на 300 метров. Там был у нас наблюдательный пункт, где у меня сидел товарищ с своей бригадой. И опять же подлетает эта камикадзе. Только начали доставать автомат, чтобы сбить ее, тут произошла детонация, то есть она взорвалась. Из-за чего все загорелось. 3 парня сразу погибли, и вот мы втроем были ранены. И одного товарища, получается, маленько с собой закрыл, ему осколок только в глаз прилетел, а остальные осколки я взял на себя. Когда я пришел в себя, буквально через 3 минуты, я вышел, буквально еще 200 метров прошел, хромая, истекая. Там вышел у меня товарищ, сказал, ложись в эту яму, накрой себя, сейчас я выйду. А у него в этих ямках уже были раненые, то есть у меня не было места, чтобы там спрятаться. И у меня, получается, сама эта простыня, она маленькая была, я ее укрылся, где еще полтела торчит на улице, то есть меня видно. Он подбегает ко мне, ложится на меня, накрывает покрывало, начинает срезать бронежилет мне, я держу, чтобы посмотреть меня. Подлетает еще одна камикадзе. А то есть у меня уже все срезано, одежда, на мне только вот ботинки, каска и все. И то есть у меня видно на улице тело, то, что в крови перебинтованное, и оно подлетает и начинает целиться. Ну, то есть она вот, они еще так делают по-умному, то есть они нервы испытывают, то есть они, там тоже не сидят спецы, она подлетает, отлетает, подлетает, отлетает, ну, твои нервы испытывает. И получилось так, то, что мы думали, все, уже попрощались друг с другом. Парнишка начал менять позицию, и она, короче, выпала его, а не нас. Я бы сказал, то, что мы как семья. То есть мы друг за другом присматриваем, что-то подсказываем, делим еду. Вместе, так сказать, проживаем эти окопные дни. И то есть там мы друг за друга горой, то есть постоянно прикрываем, можем закрыть друг друга своим телом даже. Есть перевалочные пункты, только ты доберешься до основной больницы. То есть изначально тебя привозят в деревню, там, где в основном работают местные жители,
которые помогают в плане медицины. То есть обычный деревянный домик, где есть подвал, 2 кушетки, и там девушки, там мальчики лет 16 реально, и помогают тебе, так сказать, осматривают тебя, обрабатывают раны. Там также делают снимок, чтобы посмотреть, у тебя легкие пробиты или нет, потому что это опасное ранение, если пробиты легкие. И все, буквально ночью там пережидаешься и дальше отправляешься. Я был в Крыму, это был неожиданно с таким сюрпризом, когда я был в реанимации в тяжелом состоянии, ко мне папа прилетел в Крым. Вот. А поскольку я был под трубками, типа тяжело же питаться было, только жидким можно. Папа каждый раз мне варил супчик, приносил, вот, с ложечки кормил. Сейчас пока реабилитация, понять, я пою то еще раз или нет. То есть так загадывать сильно типа не получается, потому что неизвестно, что может еще произойти. Вот, а так, если все нормально, то и по здоровью я восстановлюсь, то думаю, в спецназ куда-то дальше пробиться. Вот, мне нужно осколки доставить с ключицы, шеи и 4 осколка в ноге. Ну, мышцы также повреждены из-за сквозных ранений, вот нужно их маленько уже залечить, так сказать, чтобы они восстановились. А так в детстве, ну вот, занимался боксом с самого детства, учился. Ну и все, и так пошел-поехал спортивного по жизни. Сейчас даже вот я, буквально несколько тренировок посетил, потому что нужно восстанавливать мышцы, вот в спортзал начал ходить снова. Тяжело мышцы, так сказать, разрываются, болят, но все равно надо мышцы развивать, потому что они были, атрофированы, потому что я долго лежал в больнице. То есть это 1,5 месяца я провел под трубками из-за того, что у меня вот было заражение крови, абсцесс. И после чего я вот заново учился ходить, пока на коляске ездил. Потом все, у меня медсестра говорит, надоело на коляске ездить, коляску забрала, говорит, учись ходить. Ну и все, я начал ходить. Я идел, после спецоперации, потому что мне отец сказал, мало ли что, прям тут попадешь. То есть если видят, что ты из элитных войск, ай-яй-яй, может произойти с тобой. У меня было 3 талисмана. Это панда на бронежилете, которая была в рюкзаке у меня, да, так головой торчала. Вера в Бога. Ну и командирская каска. У меня командир погиб, и у него каска осталась. Я считаю, как-то каким-то талисманом, какой-то гордостью носить командирскую каску. Да, были такие украинцы, которые сдавались в этот момент. Но они уже, опять же, себя спокойнее вели, потому что когда человек стоит с автоматом, а ты без автомата, тут уже понятно, чего нужно будет бояться. Но опять же, самое главное на войне — это быть человеком, то есть человечно относиться. То есть если он не исполняет, что ли, попало, то ты можешь ему воды дать попить. И ввели командование, сдавали, чтобы потом менять пленных на наших пленных на той стороне. Многие пленные даже говорили то, что вот мобилизовали, типа вообще не хочу воевать, просто с улицы забрали, привезли, посадили в окоп, сказали, все, сиди. Что туда, в чем, не объяснили, говорят. То есть многие даже сидят и не понимают, куда приехали. И у меня парень есть, знакомый, в Ижевске живет, он приехал еще, по-моему, году в 16-м как беженец. Он рассказывал то, что в школы приходили вот эти азовцы, учили какой-то подготовки военной, то есть 1 класса. И то есть там даже не надо было идти в армию, по окончании школы тебе сразу выдавали такую бумажку, то, что ты готов, уже воевать, грубо говоря. Он рассказывает, что он жил в деревне, где он просто даже с другом гулял с собакой, говорит, мужик вышел из дома, кинул гранату в них, они убегали. То есть так у него и происходило, происходило детство, на Украине. Дать свободу нашему народу, кто пострадал или может в дальнейшем пострадать, не допустить этого. Уже, наконец-то, надо закончить то, что начиналось в 2014 году. Не может так идти, долго идти еще.